думаете, что на ферме все только работают, то отдыхать мы тоже умеем. Посмотрите на этот движ. Мангальчик, тут, короче, жарятся, догорают овощи, картошечка, вот там мяско уже, короче. Я уехал в Британию сезонным работником. Думаю, это самый простой и надежный способ получить британскую визу на 6 месяцев. Для этого нужно получить приглашение от работодателя. Приглашение от работодателя помогают получить как раз фирмы. Всего 4 фирмы, которые официально работают от правительства Британии. Я получил приглашение через фирму AG Recruitment. Всем привет! Сегодня у нас новая работа на улице. Мы сажаем клубнику в таких вот теплицах. Вот здесь вот сверху, скажем так, я не знаю, что это за пленочка, но она как бы защищает, я так понимаю, от сорняков в дальнейшем. Вот с двух сторон у нас получается тут. А здесь дырочки, которые вот это приблизительно намечено, куда сажать. Вот, и мы должны вот так сажать. Я потом, может быть, покажу, как это все выглядит. Вот в этих ящиках у нас клубника, получается, в мешках. Вот их потом нужно будет относить. И если не ошибаюсь, вот там есть, которую можно найти. Вот. Мы сегодня без нормы работаем опять, потому что у нас обучение. Важно, чтобы мы качественно посадили, чтобы оно не сгнило, не испортилось, не засохло. Вот. Поэтому сегодня пока учимся. Вот. Так, если вкратце, я уже показывала вам вот эту тележку. Вот с ней опять мы по ряду едем. У нас лежат эти ящики, если нам не хватает, неудобно, еще что-то. Вот. По рядам тоже лежат ящики. Вон там вот получается. И можно оттуда брать спокойно. Главное, с чужого ряда не взять, а то у человека не будет кустов. И вот ты вот так едешь. Тынь-тынь-тынь-тынь. Кусты находятся высоко. Вот у меня на уровне головы. Вот это уже посаженная клубника. Нам объясняли тонкости, как нужно освобождать пленочку, чтобы клубника не умерла. Вот. Это степ. Это степ у нас. Такая подставочка получается. Вот так она ставится. Там на прищеп. Чтобы повыше встать. И вот когда мы встаем, хоп, и мы уже над грядкой. Вот. Такие дела. У нас уже 2 брейка случилось, что очень странно, учитывая то, что второй брейк у нас обычно проходит часов 2, ну, может, в 1:30. А тут уже брейк 13:00. Только не говорите мне, что мы либо допоздна будем работать с 3 брейками, то либо мы уйдем рано. Я не хочу. Мне все нравится. Я с музычкой так нормально раскидываю все тут делаю. Русские девушки, пожалуйста, выходите замуж только за русских парней. Дорогие мои русские девушки, мои конфетки, выходите замуж только за таджика. Ауф! Привет. Я сейчас расскажу о работе Англии. Ожидаемость и реальность. Мы каждое утро собираемся на работу. Нас на поле возят или трейлером, или брусом. Нас сегодня везли трейлером. К сожалению, у нас ехало 3 гана. Это было ужасно неудобно, потому что трейлер очень маленький. И очень неудобно, когда 3 гана. Привезли нас на поле. В основном мы вообще кушаем, переодеваемся это в трейлере или в бусе, смотря чем привезут на работу. А тут нам говорят, как бы, берите свои вещи и выходите. Выставили нас как собак. Мы взяли эти вещи и, что делать? Будем сегодня на улице и кушать, и переодеваться. Слава богу, что сегодня очень хорошая погода, что можно нормально посидеть на поле и покушать. Потому что нас на прошлой неделе точно так же выставили.
на поле, и был очень сильный ливень. И мало того, что нас выставили как бы без машины, без трейлера, и еще туалета не было. Это просто ужас был какой-то. Когда мы приехали первый раз на это поле работать, то здесь тоже не было туалета, и мы как бы целый день терпели, потому что был ужасный ветер, и я не хотела простудиться, и не было куда идти, но мы нашли выход, мы ходили на другое поле. Да, нам пришлось много идти, но когда очень сильно хотелось, уже приходилось идти на другое поле. У нас, как бы, сейчас я покажу вам с обратной стороны. Когда сильный ливень и нет у нас ни трейлера, ни буса, мы идем в прицеп и сидим в прицепе. Кушаем тоже в прицепе, хотя это запрещено. Нельзя ни вещи оставлять, ни кушать в прицепе, но мы нарушаем эти правила, так как в ливень мы не можем находиться тоже на улице. Туалет нам, слава богу, на второй день привезли. Он очень-очень далеко. Если вы увидите, вот он. И то нам очень далеко к нему ходить. Ну, вот как-то так. Так что, когда будете ехать на работу в Англию, также курить здесь можно возле туалета, возле буса, возле трейлера. Потому что, смотря какой мальчик или вайзер попадется, потому что если увидят, что вы где-то возле капусты курите, вас могут отправить в караван на 2 дня. Не разрешают. Ну, хотя мальчики прячутся, находят выход, как-то прячутся и курят, чтобы не идти так далеко. Также нельзя украшения, потому что если увидят, что на вас украшения, могут вас отправить тоже в караван на 2 дня. И также одежда, должна быть форма. Как бы вы другую не должны одевать. Запрещено как бы кроссовки обувать и все остальное. Потому что тоже могут вас отправить в караван за это. Ну, тоже, смотря какой. Музыку тоже нельзя слушать, поэтому тоже слушают музыку, наушники одевают, пока начальство не приедет. Увидят, что начальство едет, сразу снимают. Ну, нельзя. Вообще запрещено тоже музыку слушать. Также хочу вас огорчить, то, что есть здесь у них какой-то такой, я не знаю, правило, то, что вы разгружаете прицеп, это там поддоны, ящики, разгружаете, все слаживаете, это не входит как бы в ваш рабочий день. Это как бы вы подготавливаете рабочий день. Вот это не входит как бы в оплату. Но мы немножко хитрим. Пока мальчики разгружают прицеп, наш драйвер включает трактор, включает карусельку, и мы работаем. 2 девушки работают, как бы нарезают капусту, потому что рабочий день начинается с того, когда запускается карусель. Типа, это уже начинается ваш рабочий день. Поэтому мы так немножко хитрим. Вот, как бы, пока они разгружают, мы уже набиваем ленту. Всем привет! Давненько не было ответов на вопросы. Самый главный документ, который вам необходим для того, чтобы приехать на работу в Великобританию, это ваш загранпаспорт. Я рекомендую его делать на 10 лет нового образца, для того, чтобы вы потом успели еще много где попутешествовать. Ну и желательно, чтобы паспорт был действительным полгода или год после получения визы. Второй документ – это справка о несудимости. Ее можно заказать через портал Госуслуги, онлайн-справка. Делается она около 30 дней, но я ее получил за неделю. Больше никаких документов не нужно, поэтому приезжайте на работу в Великобританию уже, наверное, в следующем году, в апреле. Но в любом случае, если у вас также остаются какие-то вопросы, задавайте их под этим видео, ставьте лайки, пишите комментарии, конечно же, подписывайтесь на меня, проявляйте любую активность. Увидимся с вами в новых видео. Так, мы занимаемся уборкой каравана. Я вообще что не снимаю свои.
потолок чистим. Я плиту мою. Вот так убираемся. Все дружно. Весь караван. Всем привет! Сейчас покажу, что мы делаем еще с помидорами, помимо того, что мы их собираем. Вот мы находимся на такой высоте. Теплицы очень высокие, стеклянные, поэтому когда солнце выходит, то тут до 55 градусов может жарить. Мы их таким вот образом подвязываем, чтобы они продолжали расти в высоту. В общем, ребят, таким вот образом мы их подвешиваем для того, чтобы они продолжали расти вверх. Также отрываем, если тут есть какие-то лишние усики. Ну, здесь нет, поэтому, хотя вот, есть один. Вот. Все. Вот таким вот образом мы едем. Это называется... Добрым людям, которые придумали клининг. Это самая лайтовая работа, которую я только видела. Значит, суть в чем? У тебя есть поле. Вот. Поле. С рядами, да? И тут лежат горшки. Твоя задача убрать синие веревки. Тут уже просто почищено все. Синие веревочки. Вот эти вот клипсы. И главное, только хорошие убрать. Это плохая, она не будет ничего закреплять. А вот это вот, наоборот, хороший. Человек пропустил. Вот. Когда можно зацепить немного. Вот. Также убираем бамбуковые палочки, как опоры которые. И вот так вот. Такая работа. Не на норму. Сейчас, правда, нам поставили норму небольшую. Вот, чтобы за час 15 мы делали один ряд. Я сделала уже 2. Вот, конечно, медленнее работаю, но уже догоняю остальных. Вот. А так нормы не было. Вот. Кто-то вообще еле-еле второй ряд сделал. Вот на таких тележках сверху у нас получается тут ведерко. Кладется, туда мы закидываем клипсы. На всякий случай секатор, если вдруг веревка не разрывается. Пакетик вот сюда вот кладется. Ну, либо здесь привязывается, вот как здесь. Туда веревочки кидаются. Вот все с пола, между дорог, то, что там вот есть, веревки валяются, их тоже все нужно собрать. Вот. А внизу вот так укладываем большие длинные бамбуковые палки. Вот. Сейчас можем пройти. Ouch. Тут такие чистые сапоги после этого. Не знаю, мне очень-очень-очень нравится это все. Хорошая работа. Отдыхаешь, гуляешь, свежим воздухом дышишь, не надрываешься. Довольно активно работаешь. Надеюсь, таких полей будет много. Вот. Вот, как на этой тележке показано. Вот эти бамбуковые палки лежат у нас. Не очень удобно, конечно, с ними ходить, когда они уже наполняются. Вот тут клипсы собраны. Вот. И веревочки. Вот так вот. А сюда мы их относим в общий пакетик. Вот сюда. В общие пакетики. Ну и здесь у нас, соответственно, бамбуковые палки лежат. Вот. Тележки, в принципе, управляемые. Можно было выбрать спокойно себе. В следующий раз, наверное, надо побольше брать тележку в высоту. Потому что это неудобно было возить. Везли нас сегодня на тракторе. Очень здорово, конечно. Как бы к трактору прицепляется прицеп. Ты садишься туда, там внутри сиденья, 3 ряда. Вот, или ряда. Ну, в общем, вы поняли. Вот. И ты по кочкам едешь в поле. А на автобус ехать не надо. Был сегодня, это остановка за нашим караваном. Там и пройти немножечко, и все. То есть и поля тоже за нашим караваном. Что очень удобно. Можем, в принципе, сами дойти. Ну, заблудимся. Надо сначала узнать дорогу. Вот. На этом все. Ой-ой-ой. Беріть оттуда. Той, що казав, що вміє бігати.
Я слышала, ты умеешь бегать. Что ты делаешь? Яблоки сберешь? Да. За кого? За мани-мани. За мани-мани? Привет, друзья! Сейчас вам расскажу, как прошел наш сегодняшний рабочий день. Мы сегодня не собирали, так как клубника еще не созрела, а у нас была почасовка. Вот, в общем, 8 часов мы делали вот такую вот штучку. Вот цветочки растут внутри, и мы просто доставали их наружу. Потому что, чтобы когда мы собирали, вся клубника была вот здесь внизу. Мы просто целый день вот так вот ходили и доставали. Лично я одел наушник, одел капюшон и ходил себе молча, спокойно. Никто шею не гонит, никто не подгоняет. Единственное, что просят, это не разговаривать и не пиздеть громко. То есть, если вы идете рядом с человеком напротив, вы можете с ним поговорить, но это должно быть не громко. В общем, вот так вот сегодня прошел наш рабочий день. Салам алейкум, братья таджики, сестры таджички. Это видеообращение к вам. Мой таджикский гордый народ. В России ничего не осталось. В России каждый день мучают вас. В России каждый день патент платить, за это платить. И при этом вам платят 20-25 тысяч. При этом каждый день вас увозят там, не знаю, в полицию, в милицию. Чтобы такого не было, ребята, мы сейчас создадим одну страницу, где будем каждого, кто будет нам писать, каждого будем оформлять, чтобы он ехал в Англию, поможем с визой, со всеми вещами, как бы, чтобы наши люди все уезжать начали отсюда, потому что каждый день, вы сами видите, каждый день хуже и хуже становится. Вас каждый день мучают, каждый день в отделении нету никого, чтобы вас защитил, да, здесь, например. Поэтому, ребята, каждый пишите в личку, каждого будем оформлять, чтобы в Европу или в Великобританию, например, все уезжали отсюда. Ребята, давайте уже просыпайтесь, не надо. Беріть оттуда. Той, що казав, що вміє бігати. Зажали. Я слышала, ты умеешь бегать. Всем привет! Лично я знаю 3 организации, которые помогают людям из России и СНГ попасть на работу на ферму в Великобританию. Это Конкордия, также Агропрактика и AgriHR. Лично я воспользовался услугами AgriHR. Они абсолютно бесплатно дали всю информацию, также КОС-номер, который необходим для того, чтобы вы могли оформить визу непосредственно сезонного работника на полгода. В общем, оставлю сайт agrihr.com в описании под этим видео. Также задавайте свои вопросы, и я буду на них отвечать по мере возможности. Сейчас у нас уже отдых после рабочего дня. Устали. Вот. Хорошего всем вечера.
Всем привет! Английский вообще вам здесь не нужен. 90% его не знают, кто приезжает из СНГ. Так что те, кто говорят, надо сдавать IELTS, вам нагло врут. Ничего не надо сдавать. Нас привезли в магазин, дали 2 часа затариться продуктами, холодильник на неделю. Берем тележечки, тележечки платные. Мы же не догадались взять, конечно, у всех есть, но русские везде русские, в общем, говорят, подходит 10 рублей, можно 10 рублей забросить наших и взять. Ну, извините, это наш российский менталитет, никуда без него тоже... Все, погнали, у вас 2 часа, ребята! Стоит поехать работать на ферму в Англию. Сразу скажу, что потраченные деньги вы отобьете за 2 недели и дальше будете работать в плюс. Агентство трудоустраивает бесплатно, но нужно самому заплатить за визу в Великобритании 26 тысяч рублей, а также за билет на самолет до Лондона 20-30 тысяч. Еще необходимо взять деньги с собой до первой зарплаты. Советую 20 тысяч рублей. Ребята, кто собрался в Англию на работу? Ассаламу алейкум, мардуми тоҷик, халқи Тоҷикистон. Анкета пуркунӣ, работа Англия. Регистрация карданаш бесплатна, медроин. Бесплатна хатон регистрация мекунед, ягон кас дар ягон сум наметиен. Дата собеседования кушода кардаган уже марча зайнид кардан апреля ними моҳуш мондагиай дороен срочно регистрация кунен, оформиться кунен, бигирен дата собеседованияра бигирен, аниқ кунен ки уже вақт намондаган срочно. Ну что тут можно сказать? Идем в ночную смену. Настроение боевое. Англия, как всегда, встречает нас дождем. Она нас встречает дождем, она нас провожает дождем. Но нас это не останавливает. Будем работать. Попробуем. Я сейчас покажу какой. Да я понял, кто. Может... Ну вот закончили смену, как я вчера и говорил. Англия нас провожает дождем, Англия нас встречает дождем. Что в коробке? А вот не скажу, да. Вот зарплат нам заплатили. Сколько здесь? 7 салатов. Заработали сегодня за 10 часов смены. 12. Устал? Вообще ни капли. Еще, наверное, смену бы отпахал. Ами джой кор мекарда имона ни караванои хо мерафтаги ина мехалида 3 нафар хове чашаво медрис спальни гарнитура мондаги хове немохали. Как купить сим-карту в Британии? Каким оператором связи пользуюсь я? Сколько это стоит? И какие нужны документы? Купить сим-карту очень просто. Вам нужно всего лишь попасть в ларек, маленький продуктовый магазин
или гипермаркет. Также на моем опыте можно купить симки в супермаркетах Asda, Tesco, Morrisons. Сим-карты находятся на кассе, если это маленький магазин продуктов. Если это супер-гипермаркет, тогда в специальном отделе внутри магазина, где можно выбрать среди большого количества операторов того, который вам понравится. Стоимость сим-карты обычно составляет 1 фунт или всего 100 рублей. Я пользуюсь оператором связи Libara. На территории Англии он достаточно неплохо работает, и у него классное безлимитное предложение. Я плачу 25 фунтов за безлимитный интернет и бесплатные звонки и смс внутри страны. Плюс 100 минут бесплатных для звонков за рубеж. Там есть около 40 стран, куда можно звонить бесплатно в течение 100 минут по этому тарифу. Крутой бонус. К сожалению, России и стран СНГ в этом списке нет. Для подключения тарифа и покупки симки вам не нужен паспорт, никаких документов. Все очень просто. Помимо сим-карты вам нужно будет уже на кассе купить ваучер. Это такой чек, на котором есть уникальный номер, который вы должны будете ввести через смс или приложение в телефоне, или на сайте, чтобы пополнить баланс вашей сим-карты и подключить тот тариф, который вам интересен. У Libara есть множество тарифов, среди которых вы можете выбрать наиболее подходящий вам. Я выбрал за 25 фунтов безлимитный интернет, чтобы вам видео снимать и прямые эфиры проводить в ТикТоке. Также у Libara есть приложение на телефон, что очень удобно. Вы можете после покупки ваучера пополнить баланс прямо в приложении, или вы можете ввести данные вашей банковской карты и оплачивать ей напрямую без покупки ваучера, как вам удобно. Помимо Libara есть огромное множество других операторов. Вот у меня есть 2 сим-карты от GiveGav. Кто живет в Британии или скоро сюда приедет, могу подарить. Надеюсь, что это видео было полезным и интересным для вас. Если так, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и написать комментарий под этим видео. Также буду вас ждать в моем Instagram и Telegram канале. Все ссылки найдете у меня в профиле ТикТока. Заходите на мои прямые эфиры. Берегите себя и своих близких. До встречи в новых видео. Работа! Супер! Да. Работа! Сказка! Всю жизнь бы работал! 400 гривен! Работа! Во!